Те, кто родились здесь, потому что я родился там, они выступают против, не мы. Наша борьба за правду и справедливость продолжается, и это наш способ подать сигнал о том, что мы есть. Мы нелегальны. Декларируются 3 языка, фактически мы имеем русское государство в русском государстве. А мы боремся. Чувство долга – это очень сложное чувство. Оно может вызывать в первую очередь вину. У нас осталась только память про институты и какие-то отдельные политические рефлексы. Но, может быть, это и есть кристаллическая решетка, которая нас всех объединяет. Это про поколения, для которых Крым перестал быть долгом и Крым стал домом. Салям алейкум. Это проект «Меркес», и мы продолжаем разговоры о важном и актуальном для крымских татар. Сегодняшний гость нашей студии – Демагат Дудаков и Мавиле Халил, которая с нами виртуально. Вы родились здесь, потому что я родился там. Эта фраза мне очень запомнилась, и мне кажется, она отражает нарратив вашего поколения, Демага. Поколение, которое столкнулось с несправедливостью, поколение, которое видело ложь, фальшь. Крымско-татарская справедливость, как она звучит? Крымско-татарская справедливость, как она трактуется вашим поколением? Историческая справедливость. Историческая справедливость к автохронному Крыму. Он есть, он еще сохранился. Понимаете, когда декларируется одно, а на деле мы выйдем совершенно другое, с точки зрения восстановления исторической справедливости, в том числе и нашей государственности в какой-то форме, то невольно становится перед нами один и тот же вопрос, который длится уже 250 лет. Несправедливость коренному народу Крыма. Вот когда господин Цеков говорит, что нужно переименовать улицу Карла Маркса там, в Екатерининскую, и это историческая справедливость, у меня резонный вопрос. А наша топонимика, разве это не историческая справедливость? Почему автохронный Крым, который был, зачищена территория Крыма от автономного Крыма практически в 1944 году произошло. Она длилась гораздо больше, но в 1944 была окончательно зачищена. Почему ничего не восстанавливается? Когда даже наши деятели, бывший член нашего национального съезда, говорит, что восстановление памятника Екатерине есть историческая справедливость, что он, дескать, был, у меня к нему вопрос. А разве Туак, родина его матери и моей бабушки, не является восстановлением этого названия исторической справедливостью? Поэтому для нас историческая справедливость – это и защита наших сакральных, наших объектов, и языковая проблема. Декларируются 3 языка, фактически мы имеем русское государство в русском государстве. Это не есть справедливость. И в Советском Союзе декларировалось равенство народов. Но Крым почему-то был зачищен в пользу титульной нации. Понимаете? Угу. Имперскость, которая существует в Крыму, она всегда подавляла наш народ. Так вот, если историческая справедливость, они тоже хотят прийти к исторической справедливости, нужно посмотреть, почему в Шотландии, например, нет памятника Эдуарду Длинноногому, завоевателю Шотландии. Почему его вообще нет в Англии, в Британии? А почему стоит памятник здесь? Для нас, в принципе, очень неприятный. Фактически памятник нашему завоевателю. Так вот, историческая справедливость для нашего народа – это комплекс вопросов, начиная от топонимики, кончая восстановлением истории. Нашего библиотечного фонда, который был сожжен фактически. Уничтожен. Сожжен. Не так публично, как в Нюрнберге, но сожжен в котельных.
Где эта библиотека? Где экспонаты с Ханского музея, которые были вывезены после 1944 года? Почему этого не возвращается? Вопросов очень много. Где хранится наша библиотека? Часть библиотеки хотя бы. Поэтому историческая справедливость для нашего народа – это восстановление вот этого автохронного Крыма. Даже те небольшие здания, которые еще сохранились в селениях, которые являются самыми старыми объектами этих сел. Никто не издал какого-то закона, даже в Бахчисарае, чтобы защитить наше культурное наследие. Поэтому историческая справедливость – это воссоздание и защита культурного наследия. Вы знаете, когда мы в 1994 году пытались открыть первую крымско-татарскую школу в Бахчисарае, знаешь, с каким лозунгами вышли учителя школ? С каким? Мы за интернационализм. Они почему-то считали, что русские школы – это школы интернациональные. Интернационализм, Хотя это сугубо национальные школы. интернационализм в их версии моноязычен? Вот, понимаете, и это было их понимание. Они считали, что все один язык, одна культура, одна ментальность, один вождь. Вот если мы поддерживаем, то мы их. А если мы этого не поддерживаем, То мы нелегальны. да, если мы говорим, послушайте, мы хотим сохраниться. В Узбекистане, когда мы выходили на митинги, нам тоже говорили, что мы националист. Вот национализм, вернуться домой, на родину, восстановить государственность, это считалось национализм. Так что в сознании тех, которым я сказал, вы родились здесь, ничего не изменилось. Мы для них там. И выселяли они нас, выселяли коммунисты по идеям, которые были заложены царской семьей Романовых. Ничего в этом плане не изменилось. Испачкать можно всех. Моя бабушка говорила тем, кто ее выселяет: я жена офицера. Она показывала документы, показывала его фотографии. А ее депортировали и сказали, что ее муж без вести пропал, чтобы сэкономить на пенсии. На самом деле есть все документы, и орден посмертный, и все прочее. Это была система ассимиляции. У меня есть вопрос к Мавиле Ханом. Мавиле Ханом, нас с вами точно отличает один важный момент. Вы родились в Крыму, а мы с Эдем-Ага, к сожалению, нет. Означает ли это, что для вашего поколения, для поколения, родившегося в Крыму, справедливость и право на справедливость выглядит совершенно иначе, потому что вы уже обладали Крымом? Это был вопрос к вам как крымской татарке, а вот как психологу у меня вопрос к вам такой. Вот это вот неудовлетворенное право на справедливость, неудовлетворенный запрос на справедливость, какие рубцы он оставляет, ну, скажем так, на нашем социальном поведении? Хотела бы я сказать, что нас отличает уже как минимум то, что у меня нет единственно важной цели возвращения на родину, но, как мы видим, ситуация сильно не меняется, и мы снова ходим по тому же кругу. Те, кто уехал или уезжает из Крыма в последние 8-9 лет, это вынужденная мера, обусловленная рядом факторов, но у этих людей снова будет цель возвращения домой. Что же касается борьбы за правду и справедливость, такой, какой она была у старшего поколения, эта тема снова становится актуальной. Точнее, она не переставала быть актуальной. Где бы мы ни были, мы будем бороться за свое право жить в Крыму в безопасности и согласии со своими ценностями, как коренной народ полуострова. Что же касается неудовлетворенного запроса на справедливость, то это, конечно, наша боль. Рана, которая не может никак затянуться, а лекарство от нее только одно – возможность реализовать свое право на самоопределение так, как это видит большинство, и не номинально. Фальшью и фасадностью мы здесь никого обмануть не сможем, и в первую очередь себя.
Пока это право не реализовано, мы будем ощущать игнорирование. А это, как известно, способ эмоционального насилия. Наша борьба за правду и справедливость продолжается, и это наш способ подать сигнал о том, что мы есть. И пока наше право на самоопределение не будет реализовано в Крыму, ощущение того, что мы добились правды и справедливости, у нас не появится. Çok sağ olunuz. Ну вот Мавиле Ханум говорит о том, что у нас все еще продолжается борьба за Родину, и этой борьбы хватит и на их поколение, на поколение молодых. Демага, мы уже один раз в этой студии пытались разобраться, что для нас Родина. Мы искали вот тот важный смысл, который заложен для нас в этой Родине. Почему при декларируемой любви, при декларируемом желании всегда возвращаться и оставаться на этой родине, в случае возникновения каких бы то ни было угроз, у нас всегда включается один и тот же сценарий поведения. Мы, к сожалению, покидаем свою родину. Я сейчас не хочу оценивать, да, кем-то принятые решения уехать. То есть я точно не осуждаю никого. Я хочу просто разобраться вот в этом наборе ценностей и вот почему мы принимаем такие решения. Несмотря на то, что без этой родины мы жить не можем, несмотря на то, что мы всегда возвращаемся, несмотря на то, что мы ее безмерно любим. Почему мы уезжаем? Ну, во-первых, те, кто уходил, я не имею в виду тех, кого принудительно отсюда, да. А те, кто уходил, вынужденно уходил, они уходили вынужденно. И уходили не насовсем, а чтобы вернуться с победой. Возможно, с тем же Сулейман Пашу. Понимаете, после нескольких восстаний каждый раз происходил исход, потому что карательная машина была очень жесткая. Я уже не говорю, что это происходили просто убийства. Сюда загонялись казаки и просто вот стирали целые деревни. Это описывает и Марков. И до Маркова, то есть и до Крымской войны это происходило. В период Крымской войны происходило восстание крымских татар. То есть они видели, что вот в этих интервентах они видели своих освободителей. Почему они их видели, своих освободителей? Вопрос простой, потому что у них забрали все. Вот история Сейтоглу Сейдамета, да? Когда целые луга, которые пользовалось селение Тарахташ, и считалось это общественной территорией, были переданы к монастырю, ну, в общем, фактически забраны. Я не оцениваю там ситуацию, судебный процесс весь. Но после этого процесса был гораздо большой террор, скольких людей выселили. Поэтому люди покидали свою родину в надежде вернуться. Всегда вот это вот в нашем народе присутствовало, что что-то должно измениться, что должно прийти какое-то освобождение. И поэтому, чтобы спастись, люди покидали Крым. И, как всегда, считали, что ненадолго, но получалось. Иногда что, навсегда. Да. Для некоторых навсегда. Для некоторых навсегда. К сожалению, это так. Даже мухаджирство, это которое было в ранних периоде, считалось, что нужно переселиться в мусульманскую часть. То есть все-таки империя была османская, и Крымское ханство, ну, косвенно так как бы входило. Даже в период мухаджирства люди уходили, чтобы пополнить армию. Я вот был в Кале-Иче, это такая в Турции такая крепость. Вот там выходцы из Крыма, после того, как воевали на Кавказе, отошли туда вместе с семьями. И там, в Анкаре, очень большая диаспора крымских татар. И все они говорили, что их родители отходили вот с войной. Они пытались через Кавказ освободить Крым. Это не получалось, и они все время отходили все дальше, дальше и дальше. А вот такое сопротивление поголовно, но возьмите убыхов. Черкесское племя в районе Сочи, они же были практически полностью уничтожены. Полностью.
Они сопротивлялись до последнего. Последняя горстка, буквально там 100 человек пересекли границы Турции, ушли туда и исчезли навсегда, хотя они были даже не мусульманами. У них была своя какая-то сакральная вера. Поэтому нельзя судить так. Те люди, которые покидают 90%, ну даже, наверное, и больше, покидают, чтобы вернуться. Это и боль наша. Посмотрите, вот в Сибири есть целые поселки наших соотечественников, остатки этих людей, которых выселяли в 30-е годы, как кулаков, которых выселяли в период Романовых. Они полностью там обрусели. Может быть, и это заставляло уезжать в мусульманскую страну. Ну и последнее, наверное, то, что все-таки Турция рядом. Да? Мы через границу переходили. Возможно, если бы мы жили вот как татары Казани или Башкирии где-то в середине, нам некуда было бы уходить. И мы все время здесь оставались. То есть нас косили, а мы вот по новой восстанавливались. Но в данном случае близость к границе и сыграла одну из плачевных ситуаций, при которых нам наши предки покидали этот Крым. Именно было легче бежать. Ну и государство старалось, она вытесняла. Если продолжать вашу логику, уезжая с войной, люди в некотором смысле спасались, да? Спасали свое представление о себе, спасали свое представление о том, каким должен быть крымско-татарский мир. Если же люди выбирали вариант оставаться, что их ожидало? Мы просто недавно разговаривали в этой же студии с Лилией Ханум Буджуровой. Она говорила про горделивое терпение. Ну, тут нельзя сказать однозначного слова. Я думаю, вот давайте возьмем период, небольшой период, начала 20-х и до 27-го, до 28-го года. Вот когда существовала вот эта еще романтическая автономия. При всем при том, что был колоссальный террор и голод здесь, ведь именно в это время произошло определенное возвращение нашей диаспоры. Вот именно в это время. Так что будущее, вот это возвращение, Авдет, то, что мы понимаем, не только тех, кто в бывшем Советском Союзе находился, он произойдет, наверное, тогда, когда вот наше молодое поколение восстановит свою государственность. Раз уж мы заговорили о молодом поколении, я адресую вопрос Мавиле Ханум. Мавиле Ханум, есть ли правила любви Родины? И как бы вы охарактеризовали наши отношения с Родиной? Наверное, тут хотелось бы начать с того, а что же все-таки такое любовь? Потому что часто смысл этого слова настолько искажен, или каждый вкладывает в него настолько индивидуально свое, что мы оказываемся просто в разных системах координат. Мне ближе всего определение Эриха Фрома, потому что он, во-первых, определяет любовь как способность, а не как нечто абсолютно от нас независящее, как это часто представлено и романтизировано там в Голливуде и даже у нас. Во-вторых, Эрих Фром говорит, что любовь — это активная заинтересованность в жизни и развитии того, что мы любим. В нашем случае мы говорим, что объект нашей любви — это Родина. У меня есть, кстати, тут субъективное ощущение, что мы не разделяем любовь к родине и любовь к народу. Для нас это как единое целое, и это интересная особенность. Исходя из этого, в принципе, можно сделать вывод, что правило тут может быть только одно. Если ты действительно любишь родину и свой народ, то тогда ты заинтересован в том, чтобы они развивались. И где бы ты ни был, чем бы ты ни занимался, единственное проявление твоей любви — это делать что-то для Крыма и крымских татар. Это действовать. Ровно настолько, насколько мы можем, находясь в той ситуации, в которой мы находимся. Не нужно никаких глобальных жертв. Просто по мере силы возможностей
в зоне своего влияния делать то, что можно. Çok sağ olun Мавиля Ханум. Эдемагам, мне кажется, Мавиля Ханум сейчас сказала очень важную мысль. Если любишь Родину, то ты заинтересован в том, чтобы она жила и развивалась. Вот такое понимание к Родине нам свойственно, или же мы каждый живем своей жизнью, и, я не знаю, вот эта вот формула «твои успехи становятся успехом твоей Родины», насколько она применима в нашем крымско-татарском случае? Ну, раз мы боремся здесь за нашу историческую правду, вот это, наверное, и есть понимание Родины. А мы боремся? Я думаю, что мы боремся. Бороться можно не обязательно публично. Если внутри твоем существует сопротивление, если ты в семье своей воспитываешь своих детей, что это обязательно произойдет, то значит борьба может быть и не такой публичной. Поэтому у каждого понятие «родина» своя. Единственное, что нас объединяет для нас, это вот этот небольшой клочок земли. Понимаете? Вот даже в противостоянии двух государств, которые сейчас происходят, и для той, и для другой стороны, Крым – это всего лишь территория. И только для нас это вселенная. Понимаете? Вот это и есть Родина. Когда ты понимаешь, что вселенная. Я не понимаю тех людей, которые, знаете, от Камчатки и до европейских границ считают, что это все Родина. Мой адрес не дом и не улица. Все-таки Родина – это что-то сакральное. Хотя слово «сакральность» тоже в последнее время дискредитировано, но все-таки я его часто использую. Вот наша Вселенная, она в Крыму. Вы, собственно говоря, вот то поколение, которое фактически возвращалось в Крым и возвращало Крым. Не было ли для вас вот это возвращение и жизни в Крыму как долг, как некая обязанность, которую вы взяли на себя? Было ли это, ну, не знаю, грузом каким-то? Ну, наверное, мы впитали Крым с молоком матери. Понимаете, я в детстве приезжал в Крым несколько раз с родителями. И тогда, ну, я только запомнил море особо. Но уже когда приехал гораздо взрослым человеком, это уж в середине 80-х, мне хотелось потрогать до каждого камня. Ускут, Тувах, Бахчисарай. Вот мы приехали тогда с отцом. Мне трудно объяснить, но еще сохранились вот эти домишки, которые вот сейчас фактически все снесли. То, о чем я говорю, что даже вот эти дома, старейшие дома этих сел, они являются культурным наследием. Мне трудно объяснить эти чувства, но у меня такое ощущение было, что вот как будто бы меня перевезли, как будто бы меня депортировали с этой территории. Наверное, это не только долг. Это не только долг. Хотя и долг, наверное, в каком-нибудь в отношении своих родителей тоже присутствовал. Но это что-то более сильное, более какое-то внутреннее, более такое крепкое чувство Родины. Вот опять же возвращаюсь. Чувство того, что вот здесь твоя вселенная. Вот и другой земли как будто не существует. Поэтому мы с большим энтузиазмом возвращались. Потом привезли своих родителей. Потом своих жен. Воспитали своих детей. Я думаю, что и они должны были впитать вот это чувство, которое у нас. Все-таки оно не может исчезнуть, пока существует народ. На ваш взгляд, вот то чувство, которое, ну, очевидно, каждый родитель прививает к своему ребенку, да, каждый родитель, держа в памяти вот эту вот трагедию, отсутствие вот этой вселенной, да, в которой мы себя чувствуем естественно, да, нам удалось
или вашему поколению, или, может быть, уже нашему поколению привить нашим детям вот это понимание, это прочтение этой вселенной? Ощущение воздуха, да, когда ты выезжаешь отсюда, и тебе мало воздуха. Вы знаете, мне вот за последнее время много раз приходилось выезжать за границу и встречаться с теми людьми, которые в силу разных обстоятельств покинули. Для них мой приезд был праздник. И я замечал, что вот те, которые вот недавно отсюда как-то переехали, в Польше живут наши, там еще в разных местах. Вот как раньше, вот вы не помните, наверное, когда с Крыма кто-то приезжал в депортацию и привозил какое-то яблоко, это считалось какое-то, ну, я не знаю, его так по кусочкам делили и давали всем попробовать. Вот как будто бы для мусульманина вот это замзамсу. Он ездил в Мекку и привозил его. Поэтому это очень внутреннее. Наверное, нужно быть поэтом, чтобы это выразить более качественно, чем я говорю. Но, в принципе, вот я понимаю так. Раз где бы ни жил наш народ, даже уже долгие годы живущие граждане других стран, все равно возвращаются в Крым, какая-то их часть, возвращается мыслями, возвращается сопереживанием. Значит, народ жив, значит, у него существует вот это самое чувство, которое нас всех объединяет. Мавиля Ханум, возвращение нашего народа в 90-е годы, оно было из чувства долга или оно все-таки было по любви? Вообще, что с нами делает вот это вот чувство долга? И еще один вдогонку вам вопрос, какова будет мотивация тех, кто будет возвращаться вот после сегодняшних отъездов? Я понимаю, что это тяжело принять и осознать, но об этом говорят исследователи коллективных травм, и, в принципе, это показывают исследования репрессий 20 века, а их на 20 век пришлось, к сожалению, очень много. Так вот, в этих исследованиях речь идет о том, что поколение, которое подверглось геноциду, делегирует следующему поколению свою задачу. То есть следующее поколение становится таким заместителем, который должен выполнить определенную миссию. И я бы, наверное, сказала даже, что это какой-то долг. Так вот, миссия наших родителей и даже бабушек и дедушек, которые были высланы детьми и не сильно понимали, что происходит, так вот, они от своих родителей, людей, которых сознательную часть жизни прожили в Крыму, получили эту миссию, получили этот долг, это возвращение в Крым. Вот это такой священный долг вернуться на родину. И сейчас, например, когда мы будем слушать или когда мы слушаем воспоминания стариков, которые были детьми, высланы из Крыма, я обращаю внимание на эту фразу вот «я исполнил мечту мамы или отца» и так далее. И когда у них спрашивают про их собственные мечты, а мы часто старались спрашивать, о чем они мечтали, они говорят только про возвращение в Крым. То есть они существовали только в этом контексте. Чувство долга – это очень сложное чувство. Оно может вызывать в первую очередь вину. А вина – это очень энергозатратная штука. И чувство долга также может мешать нам проживать свою жизнь, создавать пространство, в котором могли бы рождаться наши мечты. Означает ли, что дееспособная часть вашего поколения, которая вот при прочих нормальных обстоятельствах и условиях могла бы уже себя сегодня, сейчас реализовывать, состояться в каких-то значимых социальных процессах, сегодня оно теряет эти возможности, и означает ли это, что мы вновь получаем потерянное поколение, мы вновь сталкиваемся с таким явлением, как потерянное поколение? Повторяется ли история про долг сегодня, когда многие выезжают из Крыма?
Сложно ответить однозначно на этот вопрос. Эмиграция, пусть и вынужденная, это все-таки не репрессии, это все-таки не ссылка. Хотя почти наверняка мне кажется, что это будет усиливать нашу внутреннюю травму, от которой мы еще не избавились, потому что травма передается вместе с установками, вместе с воспитанием, и часто она может жить 3-4 поколения. И мне кажется, что она еще живет в нас, и эти события, происходящие сейчас в Крыму и за его пределами, это ретравматизация, это усиление этой травмы. Поэтому, скорее всего, у части людей, которые выехали, будет снова рождаться ощущение долга. Но я думаю, что наше поколение все-таки это про дом. Это про поколение, для которых Крым перестал быть долгом, и Крым стал домом. И значит, мы будем возвращаться домой не потому, что должны, а потому, что мы сами очень сильно этого хотим. Чох Сагунус. Вы знаете, я однажды сказала, что дети и подростки, которых депортировали в 1944 году, это люди, которым, в общем-то, запретили мечтать или попытались запретить мечтать. Это люди, которых лишили будущего, фактически. Как по-вашему, Эдемага, вот то поколение, которое сегодня испытывает определенные трудности, выезжая, сталкиваясь, меняя практически весь свой образ жизни, сталкиваясь с какими-то с новыми социальными вызовами, будет ли оно вот тем самым потерянным поколением, о котором мы говорили сейчас с Мавиле Ханум? Обо всем поколении говорить не стоит. Наверное, что-то и будет. Я все-таки исхожу из того, что те связи, внутренние этнические связи, которые существуют, они дадут этому поколению оторваться от Родины, оторваться от народа. И я в этом убежден. Понимаете, в каждом поколении в свое время находятся свои герои, которые ведут народ. И в этом поколении тоже они будут. Те, кто нас привел, возглавил наше движение, наше возвращение, вот это стремительное возвращение. Ведь у нас было окно всего 2-3 года, если бы за это время мы не вернулись, а понадеялись на программу, то мы так и остались там. Поэтому в каждое время и в каждом поколении будут и есть свои герои. Даже те, которые сейчас кажутся достаточно, так сказать, неактивными. Может, даже как раз-таки среди них возникнет. Поэтому я не хотел бы говорить глобально о поколении. Поколение, оно тоже разное. Есть люди, готовые уехать за лучшей жизнью, черт знает куда. А есть люди, которые считают, что они отъедут, получат образование и вернутся. Я думаю, что, опять же, исходя из этого, чтобы вернуть это поколение, нужно найти способ, как здесь построить нашу государственность. Больше по-другому я не вижу, иначе наш народ просто исчезнет. Эдемага, вот это новое поколение лидеров, про которое вы говорили, да, что оно обязательно появится, даже если оно сейчас не видно, оно пассивно, но появятся те люди, которые возьмут на себя ответственность и будут говорить о народе, про народ и, в общем-то, двигать какие-то наши и смыслы, и идеи, и какие-то наши проблемы. А вот это поколение молодых новых лидеров, оно фактически возникнет в ситуации, опять несправедливости. Оно будет снова мотивировано несправедливостью. В какой-то степени да. И если она сохранит язык. Сейчас у этого поколения, я думаю, главное, что должно их мотивировать, это сохранение языка. Это самим выучить и детей своих обучить. Вот это вот сейчас главная для них должна быть задача. Понимаете, ведь наше начальное образование, оно уничтожено. То есть вот этих национальных групп, их нет. Билингвальные группы появились, в котором наш язык преподается факультативно, как иностранный язык. Вот билингвально. А все остальное, учебный процесс идет на русском языке. Поэтому за последнее время резкое ухудшение именно вот у этого молодого поколения, в том числе и у родителей этих маленьких детей, это потеря языка. Вот
Я бы призвал, пользуясь вашим передачей, что сейчас они должны сконцентрироваться на этом. А все остальное мы им передадим. А есть внутренний ресурс? Они готовы, вкладывать, что ли, в детей? Они готовы к этому? Мне кажется, за это время что-то мы так растворились. Произойти, конечно, чтобы это... ресурсов у нас, к сожалению, очень мало. Потому что мы не можем побороть ту политику государства, которая здесь производит. Ресурсов мало. Значит, должно быть какой-то внутренний патриотизм. Когда он родится, я не знаю. Ведь евреи смогли восстанавливать иврит, вернувшись в Израиль. Может быть, и придет время, когда мы восстановим. Правда, мы потеряем свои шеве. Мы их уже практически потеряли. В Искуте еще меньше. Искут всегда был отдельной республикой. Да. Вас знают ведь не только как общественного деятеля, вас знают еще как и архитектора. Вы по образованию архитектор. Эти все истории, или точнее проблемы, которые возникают с нашими историческими памятниками, архитектурными памятниками, и в частности с Ханским дворцом. Мы сейчас не будем говорить про Ханский дворец. Почему? Потому что, очевидно, что это целая передача. Да? Я знаю, что вы можете аргументированно, я знаю, что вы можете профессионально дать оценку всем тем реставрационным, так называемым, работам, которые там происходят. Я о другом, о символизме Ханского дворца. В моем представлении, мне кажется, что Ханский дворец, да, это символ нашей политической власти, в нашем сознании, в нашем общественном сознании, он зафиксирован исключительно как историко-архитектурный памятник. Мне кажется, что мы не артикулируем им как символом политической власти крымских татар. Мы не артикулируем, мы не обозначаем его в своем сознании как символ субъектности крымских татар, который был некогда. Мне кажется, мы как-то застряли в этих реставрационных формах и не продолжаем эту институциональную линию. То есть мы ее, традиционную нашу институциональную линию, мы ее не вписываем в наш современный контекст, да, социальный и политический контекст. Может быть, поэтому слабость наших политических институций проявила себя в том виде, в котором проявила. Не в этом ли причина, что мы не выстроили эту линию, скажем так? Я не соглашусь с этим. Тот политический, скажем, символ, тот стержень сакральный, который является Ханский дворец, он все-таки неотделим от той реставрации, которая сейчас происходит. Нельзя сохранить сакральность, если его перестроят. Понимаете? Вы совершенно правы. Для нас, даже возьмите о нашей диаспоре, которые в конце 80-х первый раз в Турцию приехали, увидели Ханский дворец. Вы видели их глаза? Я присутствовал в это время. Это было не только отношение к архитектуре. Это те самые камни предков. Так что и государственности в том числе. Понимаете? Для всех субэтнических групп, которые очень разные в Крыму, Бахчисарай, он был особым местом. Ханский дворец – это что-то... Центр. Да, центр. Поэтому, конечно, мы рассматриваем это как что-то стержневое в нас. Понимаете? Поэтому, когда приехали эксперты ЮНЕСКО и сказали, как же это до сих пор у нас в нашем списке этого памятника нет. Да? И когда они сказали, что его можно сделать объектом культурного наследия, мы восприняли не просто потому, что это наша архитектура. Наша архитектура – это весь Бахчисарай, старый город. Мы восприняли это как именно подтверждение этой наши предки, наши герои, они станут достоянием мира, их история. Понимаете? Почему этот памятник находился, опять же, то, что мы к нему закладываем, это не нравилось и не хотело это государство. Смотрите, этот памятник был объектом
местного культурного значения в Советском Союзе. Почему его не переводили в объект национального значения, и чтобы он появился в списках ЮНЕСКО? Потому что он связан с нашей историей. Народа, которого Потому что не то, было. что они зачищили, да, благодаря Кустову и еще нескольким удалось спасти этот дворец. Его могли снести. Просто оставить в забвение, без музейных экспонатов, без ничего. Он просто развалился бы и все. Но Кустова, тогда ставшая директором, еще многие люди, они спасли этот дворец, придумав миф о том, что его строили рабы из Ирана. Понимаете? Но и они превратили его в антикрымско-татарский музей. Вот они что сделали. Но для нас это было совершенно по-другому. Поэтому ни в каком случае они не переводили его. То же самое было вот в период, когда я работал уже правительством. Тогда вице-премьер Умрихина, она очень чтобы стать объектом национального значения, нужно, чтобы памятник был переведен в Киев, Министерство культуры в те времена. И сопротивление шло отсюда под благим таким предлогом. Понимаете? О том, что вот мы свои памятники не отдадим, как будто их отсюда перевезут в Киев. Поэтому именно потому, что это есть стержень, вот это вот как раз-таки эфсане. Вот то, что в крымском татарском языке есть такое слово эфсане. Вот о том прошлом своем. Вот она как раз-таки и является ханский дворец. Вот почему мы с болью смотрим на то, что происходит там. Я недавно сказал, вы говорите об институциях. Те институции, которые мы выбирали сами, они и привели вот этих экспертов в ЮНЕСКО. А те институции, которые создали формально сейчас, они созданы не нами. Поэтому они не отстаивают вот эту сакральность, вот этот особый статус ханского дворца. Возьмем КИПУ, я задел его. Никто не выступил из историков этого университета. Никто не выступил. Ну так, публично немножечко были разговоры. Но так, чтобы сделать заявление, которое их просили, они отказались. Знаете, под каким предлогом? Нам строят здание новое, и не будем никого расстраивать. Хотя один ханский дворец стоит таких 100 зданий. Ханский дворец – это особое место. И его нельзя рассматривать только как вот, как вот развалины, которые сохранили там камушки, небольшое место. И вот мы относим туда, как, например, ездят татары Астрахани там в Бату-Сарай, и там находят какие-то развалины Дюрбе, там происходят молебни. Не и это только, а сохранить вот это все, но только не перестроить. К сожалению, идет то, что вот та инженерная мысль, которая была у наших предков, которую возводили, вот это уничтожается. Тот взгляд наших ханов, который был, вот тот и уничтожается. Понимаете? Вот в чем боль-то. Взгляните на то, что они делают глазами ханов. То, что они делают, это не наше. Это похожесть, но не наше. Поэтому одно от другого неотделимо. И ханский дворец – это моя самая большая боль. Может быть, вот мне даже советуют врачи больше не нервничать, но вот когда возвращается этот вопрос, я не могу говорить о нем спокойно. Абсолютно некорректное сравнение, но вот когда я говорю о наших вот институциях, да, когда я говорю об устойчивой институциональной памяти, вспоминая при этом там ханский дворец, из мировой истории, конечно же, приходит в голову пример английского парламентаризма, да, который стал не только политической традицией для Великобритании, но и такой, вот знаете, частью английской политической культуры, да и не только политической культуры. В нашем случае у нас осталась только память про институты и какие-то отдельные политические рефлексы. Вот у меня такое ощущение.
Совершенно нет. Потому что когда мы остаемся одни и можем говорить открыто, мы говорим все вместе об одном и том же. Мы синхронизируемся все еще? Да, мы мыслим одинаково. Большинство народа. Я не говорю вот этих вот, которых нам назначили. Понимаете? Они сохранили здания, как бы построили, но даже Калгу Султана не смогли спасти. Понимаете? Это игра. Калга Султан, например, это еще одно наше сакральное место, где, в принципе, говорит о нашей государстве. Это была просто игра. Территорию продали. Те, кто продал, находятся у власти. И они играли в эту вот игру с судами, которые, страшно подумать, проиграли. Вы где-нибудь видели, чтобы в этом государстве Власть проигрывала. власть проигрывала суды? Это единственный случай. Просто суя алварып, сусус хатырлар. Вот то немногие, которые надеялись, там дифирамбы читали. Вот когда поступаешься принципами ради благих намерений, построить здание, я не знаю, там, вот стану начальником и буду думать о народе. Я не говорю, в данном случае поймите неправильно, я не против того, чтобы человек работал в каких-то органах. Ни в коем случае. Я не это имею в виду. Но находясь там, не думай только об этом кресле. Понимаете? Когда ты сидишь и твоими руками забирают абдал, там забрали нашими руками те, кто работает в городском совете. Я сомневаюсь, что эти люди сели туда зачем-то, ну так сказать, нужен для нашего народа. Вот против таких я и выступаю. Я понимаю, что они сели туда за кресло и готовы выполнять все, что им поручат. И вот когда наступают такие моменты, выбирают именно их. И они от имени народа выступают. Но этот институт – это не наш институт. Это не наша институция, это их институция. Мавр делает свое дело. А потом, если не надо, то умирает. Мы задели, как обычно, прошлое. Ни один разговор в нашем случае не проходит без апелляции к нашему прошлому. Поэтому, Мавиле Ханум, очевидный вопрос к вам. Что для нас означает опыт нашего прошлого? Ну, для меня есть одно очевидное заключение. Мы его идеализируем, и не все применимо здесь и сейчас. То есть кальки невозможно. И что делать с этим прошлым опытом в нашем настоящем сегодня? Наверное, с тем опытом, который у нас есть, мы должны его в первую очередь переосмысливать и трансформировать. Каким может быть опыт колонизированного народа, который в этой колонизации живет уже, по сути, больше 250 лет? Это опыт в первую очередь адаптироваться, ну или приспосабливаться и выжить. Актуально ли это для нас сегодня? К сожалению, да. Мне кажется, что мы все еще находимся в ценностях выживания. Но при этом у меня есть ощущение, что мы уже сейчас можем внутри себя научиться отделять, что наше, а что чужое. Чужого было много, оно навязывалось нам столетиями, но сейчас, мне кажется, тот период, когда мы можем отрефлексировать на тему нашей идентичности, в принципе, рефлексировать на тему идентичности и на тему стратегии поведения жертвы. То есть, что мы вобрали с себя с этим опытом, и как мы можем это использовать, нужно ли нам, или это все-таки деструктивно и мешает нам двигаться дальше. И это уже хорошо. Прошлый опыт нам, правда, может быть полезен, но он должен сначала быть осознаваем. Мы должны сначала понять, что нам дало наше прошлое, к чему оно нас привело, каким оно было, что мы можем с этим сделать. Потому что, когда мы просто бездумно следуем нашим установкам, это совершенно неэффективно. Те установки, которые работали тогда, могут не работать сейчас. Поэтому сначала нам нужно этот опыт переосмыслить, потом мы его трансформируем, и используем только то, что актуально сегодня.
То, что перестало быть актуальным, или то, что чужое, мы не берем с собой в будущее, оно нам не нужно. Я думаю, что сейчас у нас есть ряд важных вопросов, на которые мы должны себе ответить. Кто я? Какой я? Каковы мои ценности? Каковы мои цели? Я замечаю, что людям очень сложно даются ответы на эти вопросы. Они часто ничего не знают про себя. И начать нужно с этого. Когда мы ответим себе на эти вопросы, у нас как минимум будет понимание того, кто мы, какие мы. Это вопросы в том числе и идентичности ведь это мостики с тем, что как я ощущаю себя крымским татарином, по каким критериям я понимаю, что я отношусь к этому народу, что я разделяю какие-то вещи с ним. И я думаю, что как минимум сейчас нам нужно начать с ответов на эти вопросы. А дальше это будет как такая красная ниточка, которая тянется, и мы наконец-то сможем из этой нити связать что-то цельное для себя и наше понимание будущего в том числе. Çok sağ olun Мавиле Ханум. Мавиле Ханум сейчас указала на очень важный момент. Она сказала, что опыт прошлого нужно переосмысливать. Не кажется ли вам, что мы часто тоскуем по крымскому ханству, но ведь идеи, собственно говоря, ханства, смыслы крымского ханства, они уже давно нами не считываются, и вот мы уже совсем другие. Может быть, пора искать вдохновение в другой эпохе для нас сегодняшних? Любой народ, который теряет свою государственность, он обращается вот к последним моментам своей истории независимости. Знаете, я не помню, кто сказал, но тот народ, который не мечтает о независимости, не мечтает о восстановлении своей государственности, он уже мертвый народ. Понимаете? Мы будем возвращаться к периоду ханства, как наши отцы, как наши деды. Мы всегда будем к нему возвращаться. Переосмыслить, да, но, наверное, придет это переосмысление в следующем поколении, если получится то, что я говорю, если мы сможем что-то здесь воссоздать. А до тех пор мы вряд ли откажемся от этого прошлого. Герая – это то, что нас цементирует. Вы никогда не задумывались, да? Вот смотрите, 3 субэтнические группы, говорящие на разных языках. Ну, в смысле, схожих, но разных. Вот та горная, южная часть с огромным количеством грецицизмов, центральная часть и кипчакская часть, да? Для которых сакральным является Бахчисарай и Ханский дворец. Независимо от того, для которых одни и те же герои. И Сейтуглу Сейдамет, и Номан Челебиджихан. Но уникальность заключается в том, что Номану в Ускутью бы девушку не дали. Понимаете? Точно так же, как его родители бы не поддержали бы это. Вот что это? Разные молекулы. Но, может быть, это и есть кристаллическая решетка, которая нас всех объединяет. Может быть, это кристаллическая решетка, которая трансформировалась потом в период депортации в единую этнос, когда вот это вот исчезло. Бо Тат, бо Кипчак, бо еще кто-то. Что говорить? Вот, из одной этнографической группы, в одном субэтнической группе, множество этнографических групп, где села даже враждовали и не отдавали своих детей. Но нас же все одно объединяло, значит, мы были молекулами, атомами в одной кристаллической решетке. И их объединяло вот это, то, что мы называем домом героев. Вы сейчас затронули тему, я не планировала этот вопрос, но вы затронули тему объединения. И, естественно, тут возникает в памяти
Ну, Берлик, естественно, мы говорим о Берлике, да, о единстве. Мне кажется, вот этот тезис про наше единство, про нашу способность объединяться, мне кажется, он все-таки такая, знаете, полуправда. Мы ведь объединяемся против чего-то. Ведь весь наш крымско-татарский опыт – это опыт самоорганизации ради борьбы с чем-то, ради борьбы против чего-то. Есть ли у нас потенциал объединяться ради чего-то? Вообще, возможно, крымско-татарская корпорация? Опять же, возвращаясь к той кристаллической решетке, которая трансформировалась в депортацию. Да? Все одним чувством порывы. За 3 года здесь, в Крыму, рвануло более 100 тысяч человек. Разве это не за что-то было? Но это было против советской власти, против несправедливости. Мне кажется, это тоже было против. Вы хотите, чтобы это было за? Если бы это было за, в том контексте, который вы делаете, мы должны были бы там остаться, потому что возвращение наше – это национализм. Нет, я не за то, чтобы не в контексте за советскую власть или еще что-то. Я в контексте, что внутренний я потенциал. Понял вас, да. но может быть потому, что те, кто родились здесь, потому что я родился там, они выступают против, не мы. Мы же ничего не требуем, мы же не говорим, что-то нам дайте лично. Мы говорим, восстановите то, что было, нашу культуру, наши памятники архитектуры, наше культурное наследие сохраните, наш язык сохраните. И раз вы говорите, что центр этой территории теперь находится в Москве, так восстановите это. Помогите нам восстановить, раз это было несправедливо, и вы в декларациях своих указываете, что это несправедливо, хотя я не понимаю, что такое реабилитация слова. Честно сказать, это все равно, что немецкое правительство реабилитировало евреев после войны. Понимаете? Вот в принципе я понимаю это вот таким образом. Потому что декларативных вещей очень много. Но суть в любой ипостаси этого государства не меняется. Поэтому то, что я говорю, то, что вы говорите «за», я не знаю. Но для нас это борьба за выживание. Борьба за выживание. Вот поэтому мы против того, что нас пытается ассимилировать, ну, стереть, память стереть о нас. Конечно, мы будем выступать против. Если в этом контексте, то это вот так. Я где-то с вами соглашусь, где-то нет. Почему? Потому что я больше говорила про ту самоорганизацию, которая не перерастает у нас в достаточно устойчивые институции, да, которые смогли бы нас сохранить и во времени, и в контексте трендов, которые сегодня возникают, и вообще в контексте того, что мы очень часто разделяемся, находим причины для разделения. Я вот больше об этом. О нашей способности ради чего-то объединяться. Да, наши институты, которые нами создавались, они всегда уничтожались. В том числе. Ну что ж, блицы. Мавеле Ханум, Родине нужна преданность или эффективность? Мне кажется, что Родине нужна любовь. Именно в том смысле, в котором мы говорили об этом сегодня. Мне кажется, нам нужно начать с этого. Чох сагылыңыз. Эдемага, Крым – это долг или дом? И то, и другое. Не может быть однозначного ответа. Он и дом, а к дому всегда есть долг. Или обязанность? Или ответственность? И ответственность тоже. Чох сагылыңыз. Это был проект Меркес. Горыш Кенджи.